на республиканском семинаре, посвященном деятельности Центров цифровых образований IT-клуб. И слово для приветствия предоставляется начальнику управления образования муниципального района Сыктывдинской Республики Коми Нине Николаевне Панюковой. Пожалуйста. Ну что же, всем добрый день. Я действительно очень рада всех вас видеть или вы в нашем Центре цифрового образования детей IT-клуб. Мы вообще очень рады, что этот центр у нас функционирует уже не первый год. И благодаря, конечно же, реализации национального проекта образования. Вообще то оборудование, все, что на сегодня имеет центр, данный центр, это очень важная составляющая, потому что у наших детей, у наших педагогов есть прекрасная возможность для реализации данного направления. Но хотелось бы еще отметить, что очень отрадно, что за эти годы, благодаря национальному проекту, в наших школах и еще открылись точки роста. В этом году у нас открывается точка роста в школе села Иб, и на этом у нас 100% школ уже будут иметь точки роста. И, конечно же, очень важно, имея такое оборудование, имея данные центры, конечно же, это обучение наших педагогов, возможность обмена опытом. Поэтому очень благодарны, что Институт развития образования организовал и своевременно проводит данное мероприятие. Нам очень приятно, что одно из мероприятий проходит на нашей базе. Я думаю, это не последнее мероприятие. Мы будем часто встречаться, обмениваться опытом, да, встречаться и для того, чтобы не только, скажем, увидеть ту работу, которую проводят в Усть-Куломе, в Сыктывкаре, в Ильгерте и в других населенных пунктах, но и для того, чтобы понимать то направление, чем мы занимаемся. Поэтому я уверена, что мероприятие пройдет плодотворно, интересно, и хочу пожелать всем участникам данного мероприятия, конечно же, успешной работы. Мы приглашаем Китайгородскую Галину Владимировну, ректора Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады, что сегодня мы находимся в уникальном месте, которое создано благодаря национальному проекту образования. Конечно, мы понимаем, что те решения, которые предлагаются на уровне всех субъектов Российской Федерации, они всегда имеют региональный контекст. И многое зависит, конечно, от той команды, которая сегодня присутствует в этом зале. Это команда управления образования Сыктывдинского района, которую возглавляет Нина Николаевна, и, конечно, команда образовательной организации, которая за последние месяцы действительно выстроила работу по сопровождению образовательного процесса в новых условиях. Мы очень рады, что сегодня в Республике Коми сформирована система сопровождения IT-клубов именно как субсидиарных сущностей, которые созданы в рамках национального проекта. И даже то, что в Усть-Куломе тоже сегодня работает команда педагогов, команда, которая сегодня будет представлять свой опыт, это важно на республиканском уровне. Уважаемые коллеги, наш институт принял решение, что подобные семинары, которые мы решили все-таки проводить в очном формате, они станут для нас традиционными и будут включены ежеквартально в план сопровождения команд образовательных организаций. Уже в этом году в Усинске открывается IT-клуб, и сегодня мы должны понимать, какие же задачи ставятся перед командами образовательных организаций. Я не случайно использую постоянно слово «команды», потому что действительно сегодня с точки зрения государственной политики меняется образовательный ландшафт в каждом субъекте Российской Федерации. И в Республике Коми этот образовательный ландшафт, он, конечно, связан с тем, что мы выполняем государственные задачи по синхронизации, реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и в системе дополнительного образования. Нам очень важно, что сегодня все национальные проекты, они решают единую цель. Прежде всего, это повышение качества образования, а второе – это воспитание духовно-нравственной и социально ответственной личности. Поэтому, только понимая идеологию национального проекта образования, мы можем грамотно, профессионально, осознанно
формировать и программы, которые реализуются уже на территориях нашей республики. Уважаемые коллеги, нам, конечно, очень важно, что постоянно мы наращиваем не только количество точек роста, IT-кубов, открываются кванториумы, но нам важно, что в эту систему включаются педагоги. И мы сегодня должны понимать, что если общее количество точек роста, оно уже достигает у нас, уважаемые коллеги, 65, это статистика 2021 года, то в следующем году в нашей системе уже будет общее количество 85 точек роста. Но самое главное, для кого мы работаем? Ведь мы работаем для обучающихся. А значит, вот эти изменения должны понять, почувствовать не только педагоги, а каждый ребенок и, самое главное, каждый родитель. И мы сегодня очень надеемся, что когда вы будете говорить о своем опыте, вы обязательно затронете тему, как вовлекаются в образовательный процесс и родители. Потому что каждый родитель, особенно сегодня, должен понимать, а какие происходят изменения, что дает сегодня не только новая инфраструктура, но что дает сегодня и новая методика преподавания, которая в центре внимания, конечно, уже у педагогического сообщества. И мы видим, что действительно вот эти уникальные образовательные организации, которые сегодня уже в системе IT-кубов на уровне территории Российской Федерации сформированы, это действительно единая команда Российской Федерации. Не случайно на уровне Российской Федерации проводятся форумы педагогического сообщества для того, чтобы еще раз осознать, что мы работаем в едином образовательном и в едином профессиональном пространстве, да, с едиными требованиями, но с теми уникальными решениями, которые могут использованы быть именно в каждой организации, на каждой территории, в зависимости именно от регионального контекста. Поэтому, уважаемые коллеги, кто будет смотреть записи наш семинар, мы как раз обращаемся к вам. Вот эти уникальные решения, которые сегодня будут представлены на семинаре, они могут вами рассматриваться с точки зрения дальнейшей, конечно, и трансляции на своей организации, и в то же время использования это именно с точки зрения начала апробации каких-то моделей и уже возникновения какого-то своего инновационного опыта. Ну и, конечно, кванториумы, они тоже коллеги в нашей системе. Поэтому с точки зрения проекта «Успех каждого ребенка», «Современная школа», мы работаем не как какие-то локальные инфраструктурные элементы, а мы работаем именно как единое пространство. Поэтому, уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что, просматривая данный материал, и сегодня, когда мы будем очно работать, мы работаем и с учителями-предметниками, и с педагогами дополнительного образования. Потому что у нас цель одна – это действительно повышение качества образования. И с точки зрения качества мы должны понимать, что это качество понимает, осознает каждый обучающийся, каждый родитель. Это очень сложно, что меняется в этой системе. В этой связи посмотрите, пожалуйста, какие единые цели объединяют всех педагогов Российской Федерации и, конечно, Республики Коми. Да, сегодня не только в рамках каждого проекта, но в рамках и обновленного федерального государственного образовательного стандарта обозначена очень важная предметная составляющая, которая связана именно с повышением цифровой грамотности. И когда мы говорим о цифровой грамотности, мы должны понимать, что цифровая грамотность должна быть не только у педагога, который работает в IT-кубе, но и у тех предметников, которые вместе с педагогами IT-кубов формируют именно дополнительные общеобразовательные программы. И вот это единое понимание, что действительно объединяется общеобразовательная программа и программа дополнительного образования, это на самом деле то решение, которое сегодня рассматривается как выверенное с точки зрения государственной задачи. И мы сегодня тоже об этом с вами будем говорить. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что в центре внимания наш ребенок, действительно мы понимаем, что мы должны создать условия для успешности этого ребенка. А значит, у каждого ребенка есть индивидуальные особенности. И каждый педагог должен знать технологии выявления этих индивидуальных особенностей.
И вот то, о чем я говорила, мы сегодня, вот 21 марта будет очень важное мероприятие, событие, будет большой педагогический совет в Сахтардинском районе, и, конечно, мы эту тему будем затрагивать, потому что сегодня обновленный ВГОС, он действительно очень четко формулирует наименование результатов предметных, личностных и метапредметных. И вот когда мы говорим о метапредметных результатах, а это функциональная грамотность, коллеги, без системы работы дополнительного образования мы никогда не сможем их достичь. Поэтому сегодня, конечно, когда мы будем говорить о технологиях, о новых форматах работы в IT-кубе, нам надо понимать, что действительно именно знание ВГОСа, знание тех результатов, которые сегодня формируются по каждому классу в обновленном ВГОСе, личностных, метапредметных и предметных, только это может дать именно тот результат, который мы хотим. Потому что дети у нас одни, и действительно мы должны понимать, что и классный руководитель, он должен понимать, кто в этой системе обучается, каким образом дальше выстраивать работу даже по профориентации. Вы тоже об этом подумайте. Почему я говорю о команде. Не один педагог, там не один руководитель IT-куба, а мы все должны работать на единый результат. Это очень сложно, но этому надо научиться. Поэтому, конечно, то, что сегодня в рамках обновленного ВГОС уже в этом году появляются рабочие программы по углубленному изучению математики, физики, химии, биологии, информатики, это тот документ, который должен быть не только изучен, но который должен быть интегрирован в дополнительную общеразвивающую программу. И вывод, уважаемые коллеги, который нам надо сделать, и в рамках нашего семинара Ирина Дмитриевна, как куратор сопровождения IT-кубов, точек роста, вот об этом как раз будет говорить, что мы сегодня, интегрируя образование, должны понять, что такое единый результат. И рассматривать результаты предметные и личностные метапредметности, и метапредметные с точки зрения именно использования учебно-тематического плана по всем предметам, наращивая далее результаты через систему дополнительного образования. Это действительно непросто, но такие возможности сегодня есть. Ну, а форматы деятельности, Нина Николаевна тоже сегодня об этом говорила. Почему мы все-таки приняли решение и проводим очный семинар? Потому что только обмен опытом, только горизонтальное обучение может стать основанием именно для обновления методики преподавания. Потому что важно для нас, как для педагогов? Это действительно совершенствование методик преподавания. Вопрос этот очень сложен. Действительно, сегодня происходят глобальные изменения в области педагогики, психологии, методик преподавания. Они постоянно меняются. И здесь мы опираемся на российские традиции, это очень важно. И, конечно, с точки зрения совместных мероприятий, вот по уникальным технологиям, о которых мы тоже будем говорить, и как раз идет наращивание именно потенциала, вот именно постоянного обновления методик преподавания. И, конечно, с точки зрения наставничества, уважаемые коллеги, хочу тоже к вам обратиться, чтобы мы, может быть, обсудили этот формат. Уже 2 года действует на территории Республики Коми целевая модель наставничества. И в рамках целевой модели наставничества у нас есть несколько моделей. Это педагог-педагог, когда педагог с опытом сопровождает молодого педагога, или когда педагог с высоким уровнем компетенции сопровождает педагога, у которого какие-то компетенции находятся пока на низком уровне. Вот здесь можно подумать, каким образом можно выстроить работу, например, между территориями, между Исколомским районом и Вильгартом можно подумать. Внутри организации тоже, мне кажется, интересная модель. Но есть модель еще и связанная с обучающимися. Ведь очень есть интересная модель – это сопровождение студентами обучающихся. И вот, конечно, когда мы говорим о повышении уровня поступления в наши образовательные организации Республики Коми, систему высшего образования, среднего профессионального образования, вот мы должны понимать, что сегодня студенты, они могут войти как наставники для наших обучающихся. И мероприятия совместно со студентами, а у нас очень много направлений по цифровизации. И вот как раз
Григорий Алексеевич хорошо знает, он закончил и магистратуру, да, по цифровым образовательным технологиям. Поэтому, конечно, с точки зрения возможности наставничества здесь очень много решений. Тоже подумайте об этом. Это не тема, может быть, сегодняшнего семинара, но тема наставничества с точки зрения именно формирования единого пространства тоже можно подумать. И, коллеги, мы очень надеемся, что по итогам семинаров мы проведем уже конференцию. Конференция, конечно, когда мы говорим, что это научно-практическая, она предполагает уже и научный методический подход к выработке тех решений, которые в дальнейшем могут стать основанием для каких-то системных изменений уже в следующем году. Поэтому мы очень надеемся, что мы проведем такую конференцию, где уже будет не только обмен опытом, а где будет с точки зрения методического подхода какие-то сделаны выводы. К этому мы стремимся. Ну и профориентационная работа, я уже об этом начала говорить. Потому что сегодня мы должны понимать, что все, что формируется в IT, кубе, с точки зрения результата, кванториуме, точки роста, это результат, который должен быть связан, конечно, с профориентационным выбором наших обучающихся. Они должны понимать, что эти результаты, они будут важны ему для выбора его будущей профессии, для выбора образовательной организации высшего или среднего профессионального образования. То есть он должен видеть траекторию. И сегодня модели профориентационной работы как раз это и определяет как важный фактор работы в субсидиарных сущностей, чтобы ученик в 4, в 5, 6 классе, он уже видел свою траекторию профессионального выбора, а кем он может стать. Потому что, когда мы даже с детьми общаемся, ну, я стану IT-специалистом. А кто это? А чем они занимаются? Какие нужны компетенции? А в какой сфере они работают? Как, например, сейчас вот мы видим в банковской сфере, какие есть сложности, а у нас очень много IT-специалистов в банковской сфере, которые используют именно наши технологии и формируют вот именно новые платежные системы. Потому что здесь необходимо понять, что эти технологии пригодятся именно здесь, у нас в России, для наших задач, которые стоят перед Российской Федерацией. Поэтому вот эту профессиональную траекторию тоже осмыслить и тоже можно сегодня проговорить, что не просто он умеет с оборудованием, или не просто какая-то компетенция у него сформирована, он не просто 3D-моделированием занимается, а для чего это потом, как это используется. И сегодня очень много видеороликов, тоже можно об этом поговорить, может быть, отдельный семинар, каким образом сегодня IT-компетенции в нашей промышленности, в медицинской используется, в банковской сфере, при развитии именно промышленных производств. Вы знаете, когда смотрят данные видеоролики, с восхищением студенты и обучающие, они понимают, что да, это все важно здесь, сейчас, именно для нас, для России. Поэтому тоже об этом подумайте с точки зрения именно результата. И, конечно, образовательные сетевые программы. Я могу сказать, что, к сожалению, у нас в республике не так много сетевых программ, их почти нет. Здесь есть какие-то риски и нормативно-правовые, но мы будем к этому стремиться, потому что, конечно, сетевые программы, они дают возможность использовать опыт педагогов различных образовательных команд. Но это тоже очень важно. Поэтому, уважаемые коллеги, определяя наш единый результат в рамках нашего семинара. Да, сегодня мы обсуждаем новое качество образования с точки зрения тех технологий преподавания в системе дополнительного образования, в системе общеобразовательных организаций, которые важны именно для педагогов, для обучающихся. Но самое важное, что мы понимали, что мы находимся не в инфраструктуре, мы находимся именно в современном ландшафте образовательной организации, которая не просто имеет какое-то оборудование, а которая данное оборудование использует для формирования именно новых смыслов в системе образования. Поэтому мы сегодня говорим о новом ландшафте системы образования, где каждый IT-куб имеет значение именно для повышения качества образования наших детей. Спасибо, коллеги. Надеюсь на успешную работу. Желаю вам удачи. Я думаю, что семинар будет интересен и важен для каждого из вас. Спасибо.